Здравствуйте, вы смотрите программу «Якутия в деталях». Мой доктор, с вами Иван Луцкан. Сегодня мы живем в суровых климатических условиях, когда практически 9 месяцев в году отрицательная температура и зима. А это нагрузка на весь наш организм, в том числе и на органы дыхания. О том, как сберечь здоровье в Якутии, дают ли мороженое после операции по удалению миндалин, мы поговорим с нашей гостьей, заведующей лор-отделением детской инфекционной клинической больницы, врачом высшей категории Юлией Кононовой. Здравствуйте, Юлия Николаевна. Здравствуйте, уважаемые зрители. Здравствуйте, Иван. Хотелось бы вот сразу, распространенные мифы о заболеваниях уха, горла и носа развеять или то, что вы чаще всего слышите от пациента? Да, очень много существует мифов о лор-заболеваниях. Начнем с первого. Это если лечить простую, то она пройдет через неделю. Если не лечить, то наспор пройдет через 7 дней. Это абсолютно неверное утверждение, поскольку все заболевания, вызываемые вирусами, бактериями, они приводят к воспалению слизистой оболочки полости носа. И при необходимости, то есть при появлении симптомов ринитов, необходимо обязательно обратиться к лор-врачу. Самостоятельно лечить не рекомендуется, поскольку затяжной насморк может потом привести к осложнениям, такими как риносинусит. А еще, может быть, да, следующие мифы – это использование сосудосуживающих капель никак не вредит. То есть пациенты некоторые думают, что деконгестанты, по-научному, они используются для лечения насморка, и их можно применять длительное время. Но это совсем не так, поскольку длительный прием таких препаратов вызывает привыкание, и появляется потом, наоборот, синдром рикошета. То есть эти капли через какое-то время перестают работать и вызывают, наоборот, заложенность носа. Также есть миф у родителей, особенно когда они чистят ушки детям, они говорят, если ушки не чистить, то происходит утрамбовывание серных масс и превращается сера в пробку. Это совсем не так. То есть у некоторых пациентов, то есть у людей вообще существует механизм самоочищения ушей. Когда человек жует, у нас происходит изменение кривизны слухового прохода, и сера самостоятельно проталкивается ко входу слухового прохода. Если человек чистит ватными палочками, то он, наоборот, заталкивает серные массы глубже к барабанной перепонке, производится травматизация слухового прохода, соответственно, повышает риск воспалительных заболеваний. Поэтому я не рекомендую чистить ушки. Необходимо обращаться 2 раза в год к лор-врачам для удаления серной пробки. Еще есть? Да, еще есть следующие мифы. Давайте. То есть есть традиционные методы лечения, такие как закапывание эфирных масел в нос, уши, закапывание сока чеснока. То есть это ни в коем случае не рекомендуется, поскольку может вызывать ожог слизистой оболочки полости носа. Некоторые родители и взрослые даже просто берут кусочек чеснока, зубчик, и засовывают его в нос или в уши. А потом они к нам обращаются с воспалительными заболеваниями. Конечно, это вылечить можно, но, как говорится, себе дороже. Еще, видимо? Да, мифов очень много. Существует такой миф, что при носовых кровотечениях необходимо срочно запрокинуть голову назад. Но этого проводить ни в коем случае нельзя, потому что приводит к заглатыванию крови, что потом стирает картину, то есть врач не может потом оценить количество кровотечения, то есть объем потерянной крови, и это приводит потом к кашлю или рвоте. То есть при кровотечении необходимо, наоборот, голову наклонить вниз, прижать крылья носа пальцами, то есть при отсутствии ваты или каких-то средств для остановки кровотечения, и приложить лед к переносице, предварительно обернув тканью до приезда, допустим, скорой помощи, если кровотечение не останавливается более 5 минут. То есть длительные кровотечения, они могут привести к угрожающему состоянию. То есть кровотечение может привести в конце концов, выраженное кровотечение, к анемии и так далее. Поэтому необходимо в таких случаях вызывать скорую помощь. А если оно небольшое, капиллярное? Да, если капиллярное кровотечение, то оно можно остановить подручными средствами. У всех у нас дома есть вата, ватные диски. Необходимо смочить 3% перекисью водорода или же можно сосудосуживающим средством, називин и так далее. И вставляем в носовые ходы на длительное время. То есть самостоятельно эти тампоны мы не удаляем, не пытаемся удалять.
Некоторые пациенты тампончик поставят, потом убирают его и так меняют в течение длительного времени. Наоборот, сгусток у нас не образуется. То есть если тампон поставили в нос, он должен там стоять до остановки кровотечения. В течение часа это точно. Потом его можно убрать. А вот по поводу новых технологий и методов лечения, которые за последнее время применяются в лор-практике. В последнее время очень много новых методов лечения. Здесь, в Якутии, я скажу, внедрены несколько лет уже эндоскопические операции, которые применяются в ринохирургии, при хронических заболеваниях в полости носа, при наличии полипов, хронических риносинуситах, вазомоторных, аллергических ринитах. Они позволяют в малом, в узких пространствах совершить малотравматичные операции с обзором. То есть нет необходимости делать широкие какие-то разрезы и так далее. То есть можно использовать без скальпеля. Следующий метод лечения – это лазерная терапия. Лазерная терапия распространена она как в стационаре, так и в амбулаторной практике. Тоже применяется при хронических ринитах, вазомоторных ринитах, когда носовые раковины выраженно увеличены. У человека постоянно заложенность носа, затрудненное носовое дыхание приводит к снижению качества жизни. И поэтому лазер используют для удаления полипов, уменьшения носовых раковин. Используют также при септопластике, то есть при выравнивании носовой перегородки. И СО2 лазер используется в операции тонзиллэктомия. А также очень важно для мужчин и для женщин, которые страдают храпом, лазер применяется для лечения храпа. То есть делаются насечки на мягком небе, мягкое небо подтягивается, и, соответственно, храп у нас уменьшается. Но не уходит с концами. Но не уходит с концами, то есть необходимо здесь обратиться к врачам, выяснить причину. Причины могут быть разные, то есть храп возникает именно тогда, когда у нас затруднено носовое дыхание. Человек начинает дышать ртом. Рот у него все время открыт, соответственно, воздух проникает через ротовую полость и вызывает колебания небных дужек и язычка. Вот как раз о симптомах. А вот при каких симптомах 100% надо обратиться к врачу-отоларингологу? Я рекомендую обращаться к отоларингологу при первых симптомах, таких как длительная заложенность носа. То есть в течение более 7-10 дней, если заложенность сохраняется, необходимо обратиться для установки диагноза. Возможно, это у вас произошло осложнение в виде риносинуситов. Если более длительная заложенность, допустим, месяц-два, необходимо исключить аллергический ринит, полипоз носа. При любой боли в горле, в першении тоже необходимо обращаться, потому что это может быть признаком острых воспалительных заболеваний или же обострением хронических заболеваний. Если появляется у пациента боль в ухе, особенно у детей, родителям необходимо обратить внимание на это и лучше сходить к врачу, показаться и выявить причину. Это может быть признаком наружного отита, то есть воспаляется наружный слуховой проход, ушная раковина, или же среднего отита с появлением там жидкости за барабанной перепонки, гноя. При снижении обоняния также необходимо обращаться, поскольку это может быть признаком или грозного заболевания, такого инфекционного, как недавно мы все пережили несколько лет назад COVID-19, или же какие-то патологические процессы в полости носа. При длительном кровотечении, то есть иногда бывает кровотечение возникло однократно, после травмы какой-то, во время ОРВИ человек высморкал сильно, закровило, но остановилось самостоятельно. Если носовые кровотечения повторяются в течение какого-то периода времени, то есть рецидивируют, это повод обратиться не только к лор-врачу, но и к гематологу и неврологу. Возможно, это гематологические проблемы, заболевания крови или же синдром внутричерепной гипертензии, при которой тоже носовые кровотечения часто встречаются. Обязательно необходимо, то есть незамедлительно обратиться к врачу, если у пациента появляются признаки повышения температуры, интоксикации, слабость, вялость, отек. То есть в таких случаях нужно обращаться незамедлительно. Вот бывает такое, когда боль в горле, она беспокоит, это воспалительный процесс, а если боль в горле сопровождается затруднением глотания, появляется тризм жевательной мускулатуры, есть такое понятие, то есть когда человек рот
полностью открыть не может, и повышенное слюноотделение. Это признаки абсцесса, паротонзиллярного абсцесса, который возникает как осложнение хронического танзелита. Мгм. Ну, вот очень часто встречаются гаймориты. Вот острый, хронический, как отличить, какая тактика ведения, как понять человеку, что нужно все-таки обратиться к врачу? Да, при синуситах появляются такие симптомы, как длительный насморк, чувство давления при наклоне головы вниз в области верхнечелюстных пазух, это то есть за щеками, в области лобной пазухи, это в области лба, когда человек ощущает, что наклоняется, ему там или боль возникает, или тяжесть появляется, обильная отделяемая из носа слизисто-гнойного характера. Ну, бывает еще неприятный запах, очень неприятный. То есть, когда у нас синусит вызывается флорой, связанной с зубами, ну, то есть с кариесом зубов, то поскольку корни зубов, они располагаются близко к нижней стенке верхнечелюстной пазухи, иногда даже они прямо располагаются в пазухе. Если у человека кариозные зубы, соответственно, возникает воспалительный процесс, и запах там, ну, просто пациенты жалуются, что очень неприятный. А вот по хроническому гаймориту тогда как быть? При хронических гайморитах... Как его лечить? Ну, то есть хронический гайморит можно лечить, его сложно, но вылечить навсегда невозможно. Мы должны добиться того, чтобы рецидивы у нас стали реже, а периоды ремиссии более длительные. При хроническом синусите необходимо выявить, что именно вызывает воспаление. Возможно, это наличие полипов в полости носа или в верхнечелюстных пазухах, наличие кист, которые заполнены жидкостью. В пазухе они тоже вырастают. Или же наличие аллергического ринита. Бывают пациенты работают на какой-то работе, связанной с неблагоприятными факторами. То есть постоянный контакт с пылью, аллергенами и другими могут вызвать вот хроническое воспаление. А профилактические меры какие лучше принимать, чтобы сохранить здоровье ушей, носа? Профилактика у нас, конечно, связана с общепризнанными, можно сказать, да? То есть необходимо соблюдать режим дня и отдыха, увлажнять полость носа, особенно в нашем климате, в сухом, в отопительный сезон. Необходимо поддерживать оптимальную влажность в квартире использованием увлажнителей. Допустим, после посещения общественных мест с большим скоплением людей необходимо проводить гигиену полости носа, поскольку вирусы и бактерии, они оседают на слизистой и потом внедряются. Поэтому желательно после контакта с большим количеством людей прийти домой, промыть нос раствором морской соли. И полоскание горла также провести. Гигиену ушей соблюдать. Но гигиену как? Не постоянное использование ушных палочек, а обращение к специалистам, которые будут 2 раза в год, допустим, удалять серу. Если самостоятельно эту серу чистить, то наоборот будет хуже. И у маленьких детей необходимо прививать навыки гигиены, то есть не только руки мыть, лицо и так далее, а вот применением раствора морской соли в гигиену полости носа. Аллергические заболевания и связь с их заболеваниями лор-органов, она какая? Аллергия часто вызывает заболевания лор-органов, потому что аллергены такие, как пыль, шерсть животных, чаще всего это кошки, самые мощные аллергены. Бытовая химия, то есть в современном мире мы окружены такими, как сказать, окружены бытовой химией, которые те же лаки для волос, гели для душа с отдушками, мыло, стиральный порошок, и частицы их оседают на слизистой полости носа, вызывая аллергические заболевания. Может проявляться зудом, чиханием, выраженной заложенностью носа. В таких случаях пациентам необходимо обратиться к аллергологу для проведения аллерготестирования. У маленьких детей проводится аллергоскрин, ну и, соответственно, к отоларингологу. То есть необходимо выявить все причины. Если пациент перестает контактировать с аллергеном,
аллергия, можно сказать, можно вылечить, но не до конца. То есть мы добиваемся ремиссии. А в будущем, если контакт с аллергеном продолжается, это может привести к риску развития бронхиальной астмы, что очень нехорошо в наше время, да, потому что бронхиальная астма в последнее время тоже люди очень часто страдают. И я всегда стараюсь родителям сказать, чтобы контакт с аллергенами минимизировали. То есть с животными, с бытовой химией, с табачным дымом. Вот сейчас часто пользуются дети и подростки, курят вейп. На это тоже может быть аллергия. То есть все аллергены, которые проникают через нос, то есть мы выдыхаем воздух с аллергенами. А вот, кстати, как раз вот про советы детям. Сейчас в условиях развития интенсивного разных цифровых возможностей ходят в наушниках очень многие, причем наушники разных конфигураций, те, которые полностью закрывают шнурок, те, которые вставляются в наружный слуховой проход, слушают музыку на разных частотах, на разных мощностях. Вот какой бы здесь вы совет могли дать? Вот я совет даю такой. Сейчас в современном мире наушники — это как бы необходимость. Поэтому советуем использовать наушники не маленькие, которые микронаушники, вставляющиеся в ушной слуховой проход, а большие наушники с закрытой акустикой. То есть дети должны слушать музыку на громкости не более 50% от максимальной, желательно в течение только 40 минут в течение дня. И необходимо соблюдать гигиену наушников, то есть не использовать эти наушники одни наушники несколько дней не должны использовать. И обрабатывать наушники большие обязательно растворами антисептиков, чтобы там не скапливалась ни сера и, то есть другая грязь. Вот, а по поводу диагностики современной, лор-органов, какие сейчас приборы используются, как проходит осмотр у специалиста? Вот у вас как раз такой значок в виде налобного рефлектора, такой отличительный знак врача-отоларинголога, я так понимаю. И это тоже до сих пор в практике. Да. Изначально, когда пациент приходит к отоларингологу, производится осмотр. Раньше мы использовали рефлекторы, но сейчас современная медицина шагает вперед, поэтому у нас существуют специальные налобные осветители, которые имеют очень яркий свет, и некоторые налобные осветители могут иметь лупу. То есть с лупой, конечно, осмотр гораздо облегчен. Приближается у нас область, которую мы осматриваем. Детальный осмотр проводится полости носа, наружного носа, ушной раковины, полости слухового прохода, ротоглотки. Это первое, что мы делаем при осмотре пациента. Затем при необходимости диагностики риносинуситов мы направляем пациента на рентген. Это золотой стандарт. Рентген пазух носа. Если у нас какие-то выявились изменения в пазухах, допустим, после лечения улучшение не наступает, рентген-картина у нас то есть какая-то сохраняется с воспалительной явлением, то мы направляем пациента на компьютерную томографию. На компьютерной томографии уже более детально все структуры носа у нас видны, даже те, которые у нас не видны, как бы говорит, вооруженным взглядом, да? То есть в полости черепа все пазухи мы можем рассмотреть, перегородку, все структуры внутренние. А для определения, например, полипов, полипозных риносинуситов необходимо еще проводить магнитно-резонансную терапию. То есть компьютерная томография, она больше направлена на исследование костных структур, а магнитно-резонансная терапия, она на мягкотканные, мягкие ткани она видит. А вот есть какая-то особенность в лечении взрослых и детей? Да, особенности, конечно, существуют, поскольку у детей анатомофизиологические особенности их организма определяют течение заболевания. У взрослого, например, у нас, как можно сказать, по стандарту, да, у детей у детей имеются особенности, например, короткая и более горизонтально расположенная слуховая труба, которая приводит к беспрепятственному проникновению инфекции с полости носа в среднее ухо. Поэтому так часто отит встречается у детей.
У взрослых отит встречается реже, но чаще всего он возникает из-за чего? Потому что произошла хронизация процесса с детства. У детей развито лимфоглоточное кольцо Пирогова-Вальдейра. Это аденоиды или глоточная миндалина, небные миндальные, язычная миндалина и трубные миндалины, которые растут вокруг устья слуховой трубы. То есть чаще всего, когда ребенок заболевает вирусной инфекцией, воспаляются именно эти органы. Если они воспаляются, например, аденоиды, это потом дает осложнение, приводит к развитию отитов. И поэтому у детей необходимо лечить именно вот эти заболевания, поскольку когда ребенок часто болеет ОРВИ, аденоиды увеличиваются, допустим, и могут остаться в таком увеличенном состоянии дальше. Следующие ОРВИ, они еще больше увеличиваются. И это, можно сказать, порочный круг. То есть обратиться к специалистам необходимо обязательно и определить дальнейшую тактику лечения. И еще у детей лечение связано, то есть тактика у них такая. Лекарственные препараты назначаются с учетом их веса. То есть у взрослых стандартная дозировка есть, которая вот определенная дозировка, назначаем 3 раза в день. У ребенка все это рассчитывается миллиграмм на килограмм. Поэтому я не советую родителям, которые говорят, наш сосед или младший брат лечился таким антибиотиком в такой дозировке. А у вашего второго ребенка может вес совсем другой, и получается дозировка препарата может быть недостаточной или наоборот может быть передозировка. А вот по поводу хронического ринита, аллергического насморка, вот у нас все-таки в Якутии частенько бывает, особенно весенний период, когда цветение активно идет ряда растений, которые у нас произрастают, но при этом у нас еще и пыль добавляет летом, в течение всего, наверное, периода летнего свои проблемы. Вот как здесь быть человеку, у которого постоянно возникают эти состояния? Да, но таких пациентов у нас в Якутии много, но я думаю, вообще в мире, скорее всего, много людей с хроническим аллергическим ринитом. Аллергический ринит по-другому называется полинос или сенная лихорадка, которая проявляется именно в весенний период, когда цветет у нас растение. Проявляется вначале с чиханием, зудом в носу, заложенностью, обильным или водянистым отделяемым из носа, или же такие густые, слизистые, тягучие. Необходимо обратиться к врачу-аллергологу для диагностики, определения, выявления аллергена и к отоларингологу. При выявлении аллергена необходимо проводить лечение консервативное, то есть оно начинается обычно в период до цветения. Если диагноз у вас уже установлен, то вы должны начать за месяц до цветения. Это обычно в апреле. То есть подготовить организм к встрече с аллергенами. Существует еще специфическая иммунотерапия. Это когда аллергены определенные, на которые вас определили аллергию, их вводят в начале в больших разведениях в руку, подкожно, и до увеличения концентрации. То есть с каждым разом концентрация аллергена увеличивается, то есть вызывает привыкание организма к этому аллергену. Эта терапия проводится обычно начиная с октября и вот до цветения, то есть до апреля. В период цветения, весна, лето, начало осени такую терапию проводить нельзя. Обычно она проводится в течение 3 лет и дает стойкие результаты, то есть у пациента симптомы аллергического ринита уходят. Можно сказать так, что аллергический ринит вылечить полностью нельзя, то есть это как хроническое заболевание, но постараться удлинить период ремиссии или чтобы обострения не было, мы этого добиться можем. А вот по поводу апноэ, задержки дыхания во время сна, вот бывает у детей, например? Да, конечно, бывает. Но апноэ — это у нас кратковременная задержка дыхания во время сна. Она может длиться до 35 секунд. То есть во время сна родители жалуются, что ребенок спит и перестает дышать. Они, конечно, этого пугаются, начинают тормошить ребенка. При перемене положения тела, например, на бок повернули, он начинает дышать. В таких ситуациях обязательно необходимо обращаться к врачу, потому что постоянное апноэ приводит к кислородному голоданию. То есть человек не получает достаточное количество кислорода и приводит к гипоксии мозга, что сказывается на развитии, росте ребенка, приводит к задержке психоречевого развития,
Поэтому очень часто даже неврологи направляют, когда видят, что ребенок с задержкой речевого развития, именно к отоларингологам. Мы проводим диагностику заболеваний, чаще всего связано с гипертрофией аденоидов и небных миндалин. Ну, у детей так. Аденоиды они увеличиваются и закрывают, получается, полость носа, соответственно, дыхание у них неполное. А когда ребенок тем более ложится горизонтально, мягкое небо западает, и получается вход из полости носа и в ротовую полость закрывается. Ребенок начинает дышать ртом, и происходит задержка дыхания. А еще такое может быть, когда очень увеличены небные миндалины, то есть гипертрофия третьей степени, то же самое. Когда ребенок ложится, они вообще перекрывают полностью ему дыхание. В таких случаях проводится оперативное лечение. Вот по поводу оперативного лечения, ну, наверное, самая такая распространенная операция у детей — это удаление аденоидов. Да. Вот кому она показана, как понять можно, что что-то не то, и до скольки лет их вообще удаляют, и какие последствия могут быть? Аденоиды — вот самая распространенная причина заболевания у детей. То есть гипертрофия аденоида приводит, соответственно, к частым простудным заболеваниям, потому что затруднено носовое дыхание. Нос должен увлажнять, очищать воздух, но этого не происходит. Ребенок дышит ртом и заболевает. Поэтому при появлении таких симптомов постоянная заложенность носа, храп, затрудненное носовое дыхание, приступы апноэ, необходимо обратиться тоже к отоларингологу. Лечение при гипертрофии первой степени проводится консервативно. При второй степени мы тоже пытаемся вести пациентов консервативно, но при неэффективности лечения и наличии сопутствующих заболеваний и осложнений, такие как частые острые средние отиты, необходимо провести аденоидэктомию. А третья степень гипертрофии аденоидов, но это уже 100% хирургическое лечение. Бывают такие пациенты, которые долго ходят, родители пытаются лечить консервативно, потому что я их понимаю, они боятся наркоза. Бывает какая-то вирусная инфекция, приводит к резкому внезапному увеличению глоточной миндали до третьей степени. То есть она была второй и резко увеличилась до третьей. В таких случаях показано обязательно удаление. А вот как понять обычной маме, что там что-то не то? Она должна посмотреть, как ребенок дышит. То есть ребенок в норме дышит спокойненько, носом, не храпит, рот не открывает. Если появились какие-то признаки, что ребенок ночью лежит, похрапывает, вначале он посапывает, потом он начинает храпеть. Потом мама замечает, что ребенок постоянно ходит с открытым ртом, то есть он смотрит мультики, а рот открыт. Ходит, играет, рот открыт. То есть это первые тревожные симптомы, которые должны насторожить маму для того, чтобы обратиться к лор-врачу. Как быстро реабилитация после этой операции? Реабилитация после аденоидэктомии, она очень быстрая. Обычно они находятся в стационаре до 4 суток. Наблюдается, если у нас все хорошо, заживление идет, признаков кровотечения нет, то пациент выписывается домой. Мороженое дают или нет все-таки? Мороженое, да. Мороженое, дают или не дают, это по усмотрению мамы, да? Вообще холод, он у нас сужает сосуды, снимает боль и уменьшает отек. Поэтому мороженое, в принципе, можно давать. Но это не такая практика постоянная в стационаре, что вот после операции сразу дают мороженое. Но когда, допустим, я училась в ординатуре в НИИ ухо, горло, носа в Санкт-Петербурге, там родителям всем говорили: принесите после операции мороженое. И то есть детям сразу же, как они вышли с операционной, пришли в себя после наркоза, им сразу давали мороженое. И дети довольны, и мамы довольны. Но только удовольствие было недолгим. Да, удовольствие недолго. И потом холодное, допустим, в других случаях, например, у пациента с хроническим танзелитом, может наоборот привести к обострению. Да, вот, кстати, если уже вернуться к самому первому вопросу нашей программы, есть такое бытует мнение, что можно холодным прямо лечить горло, когда оно болит. Вот насколько это правда? Это тоже применимо не для всех. Если ты здоров, лечить мороженым или холодом горло невозможно, я так скажу. Потому что все равно холод снижает защитные силы организма. Если человек здоров, он может спокойно есть холодное, мороженое
Если у пациента есть хронические признаки танзелита, и он часто болеет, то это наоборот приведет к обострению. И лечить придется уже обострение. А вот ваше отделение, кто чаще всего попадает, с какими диагнозами? В наше отделение поступают дети с заболеванием уха, средние отиты, когда они уже осложнились. То есть это эксудативный отит, когда за барабанной перепонкой накапливается прозрачная жидкость. Она связана с дисфункцией слуховой трубы. То есть слуховая труба у нас закрывается, и накапливается жидкость. Эта жидкость не попадает ни через слуховой проход, ни через нос. То есть это происходит во время воспалительного процесса. Возникает отрицательное давление барабанной полости и пропотевает жидкость со слизистой оболочки. Когда еще происходит нагноение этого эксудата, то есть присоединяется бактериальная флора и возникает гнойный отит. Гнойный отит бывает перфоративный, неперфоративный. Некоторые пациенты поступают при визуальном осмотре за барабанной перепонкой гной, или некоторые же с отарией, то есть вытеканием гноя наружу. Также у нас пациенты находятся с острыми синуситами, которые не поддались консервативной терапии. Они направляются к нам в отделение, где мы стараемся проводить консервативную терапию. При отсутствии положительной динамики необходимо делать прокол, который называется по-научному пункция челюстной пазухи. Также поступают дети с воспалительными заболеваниями наружного уха. Это абсцессы, просто наружный отит с заболеваниями, осложнениями хронического танзелита. Это паратанзелярный абсцесс. То есть когда инфекция уже распространяется на окружающую клетчатку и образуется абсцесс возле миндалины и необходимость хирургического лечения. Ну и в завершении, может быть, какие-то советы для детей и их родителей? Я советовала бы родителям обращать внимание на симптомы, которые возникают у детей, то есть такие как заложенность носа, частые простудные заболевания, снижение слуха, если заметили, допустим, ребенка зовут, а ребенок не слышит, или же когда начинает включать очень громко мультики. Это то есть тревожные сигналы, которые требуют обращения к лор-врачам. Поэтому не медлите, берегите своих детей, пусть все дети ваши будут здоровы. Полностью присоединяюсь к этим словам. Хочу поблагодарить нашу гостью. Это заведующая лор-отделением детской инфекционной клинической больницы, врач высшей категории Юлия Николаевна Кононова. С ней мы говорили о заболеваниях лор-органов. Это ухо, горло, нос, о том, как проводить правильно профилактику этих заболеваний, что будет, если допустить ухудшение состояния здоровья ребенка, да и, в принципе, и взрослого, и куда следует обращаться при том или ином симптоме. Еще раз благодарю Юлию Николаевну за беседу. Хочется пожелать коллегам, в первую очередь, чтобы у них работа была больше связана с профилактикой заболеваний, а не с лечением. И, конечно, поблагодарить за труд, который вы проводите у себя в больнице. Благодарю. На этом наша программа подошла к концу. Хочется всем зрителям пожелать здоровья. Оставайтесь вместе с нами. Мы рассказываем по будням в 19:15 о том, чем живет здравоохранение Республики Саха-Якутия. С вами был Иван Луцкан и программа «Якутия в деталях. Мой доктор». Всего вам самого доброго. До свидания.